каждый день моешь посуду, вытираешь стол. Знаете, иногда ведь так хочется проснуться рано утром, а на столе вкусный завтрак, а потом еще и ужин при свечах. И чтобы его приготовил твой любимый. Знаете, а для жены нашего гостя это все не мечта, а реальность. Давайте скорее знакомиться с Дмитрием Раскоповым. Привет, Дима! Привет. Очень рада тебя видеть. Дмитрий Раскопов – опытный маркетолог. Приехал в Якутию на время, но решил остаться и, кажется, навсегда. Любит путешествовать и периодически отправляется в гастрономические туры, узнавая интересные рецепты. За его твиттером охотно следит больше 2000 пользователей. Он умеет вдохновлять и считает, что любое блюдо должно быть приготовлено с удовольствием. Всем женщинам, наверное, будет очень интересно узнать, как сделать так, чтобы мужчина в доме готовил. Мужчина в первую очередь должен начать получать удовольствие от готовки. И когда это произойдет, то парадигма немного сменится, и женщина будет готовить меньше. А вот для того, чтобы мужчина начал готовить, и ему это реально начало приносить удовольствие, я думаю, что стоит начать с тех продуктов, которые он любит, которые ему интересны. Сегодня мы будем готовить очень простые блюда, они сытные и готовятся очень быстро. Поэтому я думаю, что надо начать с них. Но я не думаю, что если моему мужчине, допустим, сказать, вот ты любишь картошечку, готовь картошечку. Ну это как-то, как вот сделать, как вот грамотно с женщиной. Сейчас вся республика смотрит, вы посоветуете. Домохозяйки просто уже прижались к экранам и хотят вот узнать ответ на этот вопрос. На самом деле все просто. Мы боимся, отрицаем все то, что нам неизвестно. Если посмотреть на какой-то простой рецепт и понять, что его действительно можно сделать буквально минут за 15-20, то я думаю, что отношение к готовке тоже изменится. Так, ну тогда, дорогие домохозяйки, зовите сейчас своих мужей, вторых половинок, пускай они подходят, и сейчас мы будем готовить простые блюда. Расскажи, что мы будем готовить сегодня? Сегодня у нас будет 3 блюда, они все так или иначе созвучны с итальянской кухней. У нас будет паста бешамель с грудинкой, у нас будет теплый картофельный салат с грибами и каперсами, и у нас сегодня будет закуска из кабачка и баклажана. Все, мы это все должны успеть. Звучит очень сложно, но на деле это... Это очень просто. Ну что, давайте же начнем тогда. С чего нам начать? Давайте с основного блюда. Скорее нет, мы начнем с конца, Так. с самого последнего блюда, потому что нам нужно будет пропечь баклажан и обжарить кабачок. Так как основное блюдо, оно очень простое, его надо есть именно в тот момент, когда оно только снято с огня, оно готовится быстро, мы его приготовим в самом конце. Давайте. И также у нас будет салат. То есть сейчас мы ставим запекаться баклажан, картофель и жарим грибы. И сколько у нас займет это примерно времени? Я думаю, что с учетом запекания минут 20. Давайте начнем тогда. Все, отлично. Кабачок или баклажанчик? Баклажан, я его разрежу пополам, крестовину дам, сбрызну маслом, поставлю сюда и в духовку. 20 минут на 180 градусах. Хорошо. Кабачок мы просто натираем и ставим его в миску, чтобы он отдал воду. Потом мы его отожмем. Так, грибочки у нас сезонные продукты, они очень полезны сейчас, так что из них обязательно надо осенью что-то готовить. Да, но грибы сезонные, они хороши только тогда, когда ты их сам собрал в лесу. Все, что мы покупаем, скажем так, в магазинах, оно не совсем соответствует тому, что мы хотим получить. Почему? Потому что, чтобы грибы доехали в том состоянии, в котором они будут продаваться, они берутся чуть-чуть недозрелые. А когда мы берем замороженные грибы, мы знаем о том, что они были собраны в тот момент, когда они созрели и шоковой заморозкой заморожены. Если нет возможности собрать грибы самому в лесу, то лучше покупать замороженные, так как они будут максимально соответствовать тем вкусовым качествам. Они немного потеряют в фактуре, но тем не менее они будут насыщены теми витаминами и всеми элементами, которые нам нужны. Необходимы. Да. Вот, поэтому лучше брать замороженные, а свежие
только из леса. Ну, сейчас как раз вот все на выходных после работы, по грибы. Так, у нас теперь сейчас баклажанчик. Да, баклажан, Мастер-класс по чистке давайте, как это сделать быстро. на самом деле мы просто срезаем вот эту часть, убираем ее, разрезаем баклажан пополам. Вот таким образом делаем надрезы, чтобы он пропекся быстрее и стал мягким. Ой, лайфхак для хозяюшек. Мы будем именно запекать его, потому что нам нужна именно пропеченная мякоть баклажана. Да. Мы все вычистим. А почему вот нельзя сразу взять, нарезать и положить? Тогда уйдет много воды, и баклажан будет сухим. И это получается у нас на сколько? На 20 минут? На 20 минут на температуру 180 градусов. Перед тем, как их мы отправим в духовку, я их сбрызну маслом. Ой, это что за навороченное масло такое? Это масло в спрее, да. Растительное масло. А, подсолнечное масло. Ничего себе. Его удобно использовать, когда нужно совсем немного. А это что такое, можете Это сказать? орегано, в народе называется душица. Такая приправа, которая ассоциируется у многих с Италией. Она нам нужна только чуть-чуть для запаха. Я знаю, что у тебя интересная история любви. Расскажи, пожалуйста, ее. Вот, нет. Нет, не хочешь. Ну, это личное, я не буду, даже не выношу это куда-то в социальные сети, поэтому нет. Ну, я знаю, что ты приехал за невестой в Якутию. Я приехал познакомиться с родителями. 5 лет назад, ровно 5 лет назад, в этот день я впервые прилетел в Якутию. Дождался зимы, съездил в деревню и понял, что этого в моей жизни никогда не было. Я жил в городской семье, в семье музыкантов. Мои родители оба профессиональные музыканты, академические музыканты, и у нас не было не то что деревни, даже дачи. Все свое детство я проводил в городе. И когда я приехал в Якутию, вот эта природа, вот эта свобода, она меня, ну, скажем, пленила. И после этого, было принято решение, что я здесь остаюсь. У меня здесь началась впервые в моей жизни рыбалка. Я езжу к своим друзьям на Куюр в Медино-Кангаласский. Да, Васильевич, привет. Ну и, собственно, я здесь остался, я здесь работаю, мне здесь нравится, я здесь живу. Зима не такая уж и страшная, как я про нее думал. Главное, тепло одеться. Главное, тепло одеться. Чем вам больше всего понравилась Якутия? Якутия, конечно, своей природой, людьми. Мне Якутия понравилась едой, в первую очередь, потому что я промывал кишки жеребячие, я сам чистил карасей мешками. Я люблю готовить, якутская кухня мне понравилась, я даже начал разбираться в том, откуда какие ингредиенты. Вот, например, это масло, это привез мне друг из Сунтар, он сам сунтарский. И я понимаю, что такого масла я в магазине, например, нигде не куплю, даже в Якутске. А если и найду, то это точно будет какое-то деревенское, фермерское, потому что даже крупные компании, которые закупают масло, они, насколько я знаю, объединяют его в один продукт, гомогенизируют, и получается как бы сборная солянка из разных регионов. А это масло настоящее, деревенское, его сделали и продают чисто для своих. А какое блюдо больше всего нравится из якутской кухни? Я думаю, что это жареная жеребятина с зеленым луком и хан. Ой, хан, да, это прям особое блюдо у нас. Как раз скоро считается. сезон, в ноябре будет все свежее. А почему сегодня мы готовим итальянскую кухню? Италия. С Италией на самом деле меня с недавних пор связывает мама, которая уехала туда жить. Мам, привет. Я обязательно ей отправлю этот выпуск. И Италия, она мне нравится тем, что все ингредиенты, то есть итальянская кухня, это вообще кухня, скажем так, простого народа, бедняков. То есть в свое время, когда нечем было посыпать пасту, не было сыра, сыр был безумно дорогой, обжаривали просто хлебные крошки на оливковом масле с орегано, с базиликом и посыпали этим пасту. То есть
Все практически ингредиенты, они либо сорваны с огорода прямо здесь и сейчас, либо они хранятся вот в консерве, не могут храниться долго. Каперсы, оливки, анчоусы. И итальянская кухня, она проста в приготовлении, она проста в понимании, она очень свободна. То есть нет такого, как, например, что для этого вида пасты ты должен использовать только этот наполнитель. Такое есть, но оно в головах только рестораторов, и шеф-поваров, ну и вообще поваров. Как правило, итальянцы очень гибкие к своей собственной кухне. И Нравится экспериментировать. они не любят экспериментировать, они любят есть то, что ела их бабушка. И поэтому, если бабушка там 50 лет назад придумывала добавлять, например, в один соус там перец чили, то вся семья его будет всегда есть. И итальянская кухня, она такая, она уютная, она домашняя, ее можно быстро приготовить, даже если ты пришел с работы уставший, ты не тратишь много времени на готовку, но это очень вкусное блюдо, сытное, которое может собрать семью за столом. Это совет для мужчин. Пришел с работы, жена еще не пришла, ты быстренько хоп, достаешь, значит, в гугле вбиваешь итальянская кухня и быстренько все это готовишь. Ну Да. что ж, вот наши баклажанчики, уже, наверное, духовка подогрелась, и можно Да? продолжать наш процесс. Мы ставим баклажаны на 20 минут при температуре 180 градусов. Духовка нагрелась. Привет, Siri, поставь таймер на 20 минут. Как все современно. Вот. Женщина так не будет делать. Она где-то вот достанет, там что-то, будильничек себе поставит. Там сейчас очень модные вот такие таймеры, которые на время ставят. А тут Siri, все понятно. Да, и пока запекаются баклажаны, нужно натереть кабачок. Ну, давайте. Опять же, мы просто срезаем ненужную нам часть. Для удобства разрезаем кабачок на... А его не надо чистить? Нет, кабачок чистить не надо, потому что он будет жариться. И при термообработке кожура даст мягкость. И семечки мы тоже вставляем. Если кабачок был выращен естественным путем, без добавления химикатов, и он еще не дозрел до взрослого состояния, то кожура не счищается, а семечки не удаляются. Наоборот, если с молодого кабачка удалить кожицу, то во время приготовления он потеряет свою форму и превратится в кашу. А чем вот полезен кабачок? Вы знаете полезные свойства. Это что-то низкокалорийное? Ну же, да, во-первых, это низкокалорийно, во-вторых, это клетчатка, здесь много воды. Если его не жарить, как мы будем, а, например, запечь просто и поесть, то ты быстро насытишься, но тем не менее получишь минимум калорий. Отлично. Теперь Так, надо натирать в кастрюлю, наверное, сразу. давайте сразу в кастрюлю. Так. Но я бы, наверное, я дома сразу в кастрюлю тру. Ага, ну хорошо, Потому давайте. что я после себя кухню вообще не мою, не люблю. А, то есть жена... Ну, если случается казуса, то ей приходится мыть, а в основном после меня на кухне чисто. Она вообще не готовит, да? Ну как, она умеет готовить, Но вы ей не даете. Ну да, у нее нет доступа на кухню. Как интересно. Вот говорят, что у женщины лицо на кухне – это плита, а вот у мужчины какое лицо на кухне? Нож? Нож? Я вон свой принес. Надо, чтобы все было поднаточено, да? Ну да, потому что когда ты начинаешь резать, например, овощи или фрукты, или мясо, и у тебя тупой нож, то блюдо превращается в кашу. Как ты начал готовить? Первое мое блюдо, кстати, было что-то похожее на пасту болоньез. Это обжаренный фарш в томатном соусе со спагетти. Я учился тогда в школе, я пришел домой, не было ничего, не была приготовлена еда. И в то время я любил смотреть, у меня был диск с приключениями Джейми Оливера в Италии. Как он поехал и ездил, изучал итальянскую кухню. И он несколько раз во время готовки сказал, что это самое простое блюдо, которое только можно придумать. Самое простое. Ну, мне это в голове отложилось. И я пошел, купил там
200 грамм фарша, банку томатов консервированных в собственном соку. И попытался повторить то, что сделал он. Получилось очень вкусно, я понял, что это действительно просто. Это реально просто, это заняло буквально минут 10-15, и я получил несколько порций еды. И в тот момент у меня произошло озарение, что, оказывается, так можно, не надо никого ждать, не надо никого просить, и я начал готовить, с того момента я готовлю сам. Это с 13 лет? Ну, лет 13-14, да. А как вот в мужчине все-таки развивать вот это чувство готовки, желание готовки? Вот есть среди ваших друзей, наверное, те, которые не очень любят готовить? Есть, и их много на самом деле, но, скажем так, что все повара, с которыми я сталкивался в этой жизни, ну не все, большинство, а шеф-повара все, это мужчины. Как начать готовить? Как начать готовить? Чтобы начать готовить, нужно просто начать. Нужно понять, что это просто, что это не какое-то там секретное знание. Это всего лишь навык, который приобретается со временем. И когда ты смотришь на первые результаты того, что ты приготовил, и ты сам это ешь, ты испытываешь за себя некую гордость, то это настоящее удовольствие. Кстати, когда мне было лет 14, я работал ассистентом оператора-осветителем в Поволжском историко-культурном фонде. Это была моя первая работа, где я был еще и компьютерщиком, и всем-всем-всем. Мне было лет 14, у меня были 2 чемодана с осветительными приборами и целая связка вот таких стоек. Правда, они были такие алюминиевые, легкие и старые советские. Мы ездили по Самарской области с оператором, и он ходил, снимал, а я за ним носился со светом, везде его выставлял. Первый мой труд. Ты был в разных городах. И чем вот Якутск отличается от других? Может, менталитетом? Там еще чем-нибудь. Яркое различие какое? Ну, наверное, менталитет. Менталитет, и я говорил слово «свобода», и здесь оно ощущается, ну, оно дребезжит в воздухе. Здесь люди чувствуют себя свободными. И мне нравится быть здесь, мне нравится ощущать вот это, когда ты выезжаешь за город, и там все, там ничего нет. Ни деревень, ни городов. И, например, когда мы ездим на историческую родину моей жены, то это прям настоящее путешествие, это настоящее приключение, когда ты зимой в минус 45-50 едешь по лени, где нет ни дороги, ничего, только направления. И первый раз я был очень сильно, скажем так, напуган даже, потому что а вдруг мы сломаемся? Мы, кстати, ломались. В минус 45. Минус 45, это ломаться. Это был декабрь, по-моему, число 26, ночь. Мы ехали на УАЗике, и он заглох. Вот сейчас я это дело немного разминаю, и будем отжимать воду, надо куда-то ее сливать. Теперь я поняла, почему это надо делать сразу в кастрюле. Да. Лучше делайте это сразу в кастрюле. Вот сейчас мы его размяли, он стал помягче, начал уже потихоньку отдавать воду. Мы сейчас его оставим минут на 5. Давайте зрителям нашим покажем, что у нас получилось. Вот смотрите. Вот такая вот красотень. Мы сейчас еще насыпем немного соли. Здесь сработает химия, и кабачок начнет отдавать лишнюю воду. Опа, опа. Я скажу, когда хватит. Хорошо, что прям много соли надо? Нормально. Так, Все. отлично. Я Ну, знаю, на самом деле, ее насыпалось не так уж и много. я вот обычно не солю просто совсем. Прям вот вообще. Нам здесь соль нужна просто, чтобы кабачок начал избавляться от воды. То есть у нее своя функция Да. здесь. Я знаю, что ты за 21 день проехал 9 городов в Китае. Да, Это был прям тур у тебя, да, где ты пробовал блюда. да. И что запомнилось тебе в Китае больше всего? Самое необычное блюдо, которое я съел в Китае, которое мне запомнилось, это была невероятная история. В общем, городок Сиань,
Это город в центральном Китае, немного к северу. И мы с женой гуляли по старым улочкам, и стоит мужчина и режет мясо. Мясо такое, как будто варено-копченое, красное. Мне стало интересно, что это. Он говорит, типа, это сэндвич, 100 рублей, по-моему, ну, на наши деньги, 10 юаней. Он говорит, хочешь попробовать? Ну, да, давай. Он делает мне этот сэндвич, я его съедаю, понравилось, я ухожу. И через какое-то время, ну, я съел и забыл. Через какое-то время я уже в Гуанчжоу, на юге Китая, знакомлюсь с ребятами-китайцами, показываю им эти фотки, говорю, вот, я ел такое. Они говорят, ты знаешь, что это? Я говорю, нет. Они говорят, осел. Осел. Я думаю, может быть, это ошибка. Мы через Google переводчик разговариваем, потому что они не знают английского, я не знаю китайского. И он говорит, да, это осел. И оказывается, что осел – это на самом деле священное животное у китайцев. Оно считается, скажем так, покровителем китайского народа, как, например, жеребятина у якутов. И есть такая поговорка, если перевести ее с китайского, она звучит так. Что мясо дракона на небе, то мясо осла на земле. Ох. И я больше нигде не встречал это блюдо. Оно в основном продается для местных, а туристы им брезгуют. А, даже так, я думала, наоборот, их нельзя, ну, как-то есть, там, восхищаются этим всем. Нет. Все, что свято, должно быть в тебе. Так, надо отжимать. Нужен, наверное, дуршлаг и какая-то емкость, куда я буду сливать воду. Так, ну, конечно, вот у нас все, что необходимо, вот оно есть Все, уже. видишь, кабачок начинает воду отдавать, весь свой сок, и мы его сейчас будем сливать. А как ты находишь новые рецепты? Что-то я узнаю в интернете, что-то я экспериментирую сам, исходя из своего опыта, что-то я подсматриваю у друзей. По-разному. Я подписан в Инстаграме на все того же Джейми Оливера, за которым я слежу уже, наверное, лет 20. Ничего себе. Ну, не 20, но лет 15, наверное, я за ним наблюдаю, и я восхищаюсь этим человеком. А как ты каждый день прям готовишь? Встаешь, каждый день готовишь? Ну, что такое приготовить утром? Я, например, утром ем только кашу и изредка жареные яйца. Каша готовится, если совсем лениво, то 5 минут. Если есть время, то 7 минут, 10 минут. Такие готовенькие пакетики? Нет, что ли? нет, такую кашу не ем. Я беру обычную овсянку Геркулес. Причем опыт показывает, что чем он дешевле, тем лучше. И я просто заливаю его кипятком. Без молока? Без молока. Потом добавляешь, что тебе нужно. Варенье, яйца и ешь. Ой, это ж надо проснуться. Нам вот, вам-то, мужчинам, хорошо, вы встали, сразу можете готовить. А нам надо накраситься, вещи поподбирать перед зеркалом. А вам-то, конечно, вот по идее, да, вам удобнее готовить. Так. Сейчас он немного постоит, отдаст Еще. остатки воды, оно все скапает вниз и будет готово. Ох уж это нелегкая женская доля. Каждый день будь красивой, ухоженной, заботливой, нежной, общительной, улыбчивой, приветливой и притом вкусно готовь. Ну что ж, раз уж с этим ничего не поделать, давайте хотя бы упростим задачу с готовкой. И сегодня у меня отличный повод продемонстрировать все свои кулинарные таланты и навыки перед своими друзьями, которых я пригласила в гости на традиционные наши осенние посиделки. Ну а в современном ритме жизни самым главным ресурсом для нас является время. Так вот, чтобы сэкономить это время, но при этом получить гастрономическое удовольствие, решила приготовить тарталетки с разными начинками. Вообще, тарталетки произошли во Франции, но некоторые маэстро кулинарного искусства оспаривают и говорят, что тарталетки имеют итальянские корни. Но для нас это уже не важно. Главное – заполнить их вкусной начинкой. Сегодня у меня в меню будет 2 вида тарталеток. Более пикантная начинка для прекрасной половины моих гостей, а более калорийная и сытная начинка для сильной половины.
И для сильной половины я, скорее всего, выберу начинку из рыбы. У нас есть семга, масляная рыба холодного копчения, палтус. И обратите внимание, здесь желтые ценники, а значит товар акционный, и его можно приобрести с хорошей скидкой. Ну а я, скорее всего, выберу семгу из охлажденной рыбы, слабосоленую. Для начинки нам также понадобится творожный сыр. С зеленью самое то. Еще нам понадобятся яйца. Это самый универсальный и самый любимый продукт всех хозяек. Зелень для украшения всегда необходима. Также я увидела здесь рукколу. Я думаю, если вы когда-нибудь впервые попробуете рукколу, вы влюбитесь в нее навсегда. Также я думаю, что не лишним ингредиентом для мужских тарталеток будут помидоры. Еще я возьму огурцы, чтобы начинка получилась вкусная и насыщенная. Ну а теперь приступим к выбору начинки для дамских тарталеток. Сыр я обычно выбираю для салатов твердых сортов и с насыщенным вкусом, поэтому я углядела здесь свой любимый Маасдам. Кстати, срез у сыра всегда должен быть ровным и не должен крошиться, только если это не связано с сортом самого сыра. Практически всегда обязательным ингредиентом в моих блюдах является чеснок, потому что он усиливает как вкус, так и аромат. Ну а избавиться от неприятного чесночного запаха изо рта можно, съев небольшую горсть миндаля, грецких орехов или же кедровых орешков. Перед тем, как выбраться в магазин за продуктами, желательно заранее составить список необходимых ингредиентов, чтобы не затеряться во всем этом многообразии. И для соуса и женских тарталеток я бы выбрала сметану. Самый последний, пикантный и, пожалуй, главный ингредиент в дамских тарталетках – это ананас. Обратите внимание, что баночка обязательно должна быть ровная, без помятостей, без сколов, без ржавчины. И стоит ее немножечко потрясти и услышать пропорции. Сироп обязательно должен покрывать все колечки. Каждый раз обещаю себе не поддаваться на уловки маркетологов, но как можно устоять против шоколадки? Думаю, от одной плиточки ничего страшного не будет. И мой вам совет – не оборачивайтесь по сторонам, когда стоите возле кассы. Так вы сэкономите свои деньги. Ну вот и все. Необходимые продукты закуплены. Кстати, их мне хватит не только на тарталетки, но и на другие кулинарные свершения. И вместо того, чтобы ходить по ресторанам и тратить деньги, лучше приготовить дома с любовью и с удовольствием. И, кстати, готовьте с музыкой. Так процесс готовки пролетает просто незаметно. Ну все, баклажаны готовы, и сейчас мы их достаем. Видно, что вот здесь они пропеклись из-за надрезов. Сейчас им нужно дать остыть буквально 5 минут, и мы будем вычищать всю мякоть из них. Так, теперь нам нужно помыть картофель. Мы его не будем чистить. Мы, скажем так, вот этот весь слой соскребем и отправим запекаться. Это свежий молодой. Свежий молодой картофель местный. Хорошо. Так, картошку мы чистить не будем. Мы ее просто хорошенько промоем вот такой новой обычной губкой, чтобы убрать лишнюю кожуру. Молодой картофель чистить не нужно. Итак, вот свежая молодая картошечка местная. Мы ее будем тоже запекать быстро. Для этого немного масла. Картошечку просто режем на вот такие вот четвертинки и бросаем сюда. А что для тебя еда? Ну, еда для меня это все. Когда я, например, приезжаю куда-то в другую страну или в другой город, я интересуюсь только едой. Давайте покажем зрителям, как получилась у нас картошечка. Вот такая вот картошечка свежая. Красивая. Красивая, свежая картошечка. Сейчас ее как раз сезон. Ее обязательно надо есть. Мне кажется, страх фитоняшек, боятся крахмала, ничего страшного. Осенью можно есть все.
Серьезно? Осенью и зимой можно есть все, главное соблюдать и увеличивать норму физической активности, особенно силовую, например. И тогда бессмысленно бороться со своим организмом. Эволюция выстраивала наш метаболизм таким образом, что тысячелетиями, что мы должны накапливать жир к зиме, чтобы не умереть. И времена поменялись, но механики остались все те же в организме. И так, чтобы сейчас на картошечке появилась корочка, мы ее сверху тоже сбрызнем чуть-чуть маслом, посолим. Кстати, опять мы ее посолили, будет выходить крахмал. Ну и все, и это тоже минут на 20 мы отправляем в духовку. Привет, Сири, поставь таймер на 20 минут. Так, теперь мы берем кабачок. Это наша закуска. Да. Видишь, он дал остатки воды, стал максимально сухой. Сейчас мы его будем жарить на оливковом масле. Как это надо делать? Делается вот примерно вот так вот. А, все, я поняла. Все, не бойся, и просто соскребай все, что есть, вот в эту мисочку. Я сегодня прям мало готовлю, вот честно скажу, потому что в прошлый раз я прям готовила, нарезала, жарила. А здесь прям и отдохнуть можно. Нужно сейчас, чтобы кабачок все отдал, всю воду. Он должен быть немножко суховатым. Так, может, я тогда тут пока поперемешаю здесь все. Сегодня уже сколько? 5 лет, да? Маленький юбилей того, сколько ты здесь живешь в Якутии. Да. Не устал, не хочешь переехать? Я так часто куда-то уезжаю, что я даже сказал, что я, наоборот, часто скучаю по Якутии, потому что, ну, например, осенью я ездил к своему отцу, и я планировал провести там больше времени, но заскучал и уехал обратно. А как вот на отношения влияет еда? Как думаешь? Есть какая-то философия, может, что-нибудь такое? На отношениях мужчины и женщины? Да. Конечно. Ну, я считаю, что когда человек сыт, когда он вкусно поел, вот, опять же, те механизмы, которые были заложены в нас эволюцией, они нам говорят, что все хорошо, можно расслабиться и, например, заниматься чем-то другим. Поэтому я считаю, что на голодную голову отношения точно не построишь. Поэтому всегда нужно, чтобы это было как-то связано с едой. Поэтому люди ходят на свидания на ужины. Люди не ходят на свидания, не знаю... Ну, в кино ходят и тоже и то Все равно кушают. кушать надо. Надо кушать, и еда, она сближает. Да, сейчас мы до конца выпарим воду из кабачка и добавим туда перец чили. Ой, да ладно. Да. Он не очень острый. Вся острота находится вот в семечках. Давай туда, лучше на камеру. Вся острота в семечках, и если их убрать по максимуму, то Тогда будет блюдо не будет острым. практически не острым. Если любите поострее, то семечки, конечно, оставляйте. Оно придает блюду аромат, наверное, да? Вот что-то Да? такое. И пока как раз кабачки отдают воду, мы в этой воде еще успеем попарить чили. Красота. Ну, эту закуску ее можно есть и в холодном виде, и в теплом. Ее можно есть с хлебом, ее можно есть просто ложкой. Это что-то среднее между, скажем так, это не совсем доготовленная кабачковая икра. А есть у тебя какие-то лайфхаки на кухне, которые ты вот все время используешь? О, их очень много, я даже, наверное, не знаю, с каких начать. Ну давай, 5 самых часто используемых. Ну, например, я люблю, когда готовлю пасту, иногда ее промывать, чтобы останавливать процесс термообработки. Промываешь холодной водой, и пока, например, готовится соус, с пастой ничего не происходит. Но все мои друзья, кто так или иначе связан с поварским делом, они меня все за это дружно ненавидят. Потому что по канонам якобы пасту промывать нельзя. Но я считаю, что пасту промывать можно. Как быстро просто почистить зубчик? Так. Вот эту вот попку надрезаешь и снимаешь основной слой. Все, дальше от него все начинает расходиться.
Еще можно чистить, кстати, в пластиковой бутылке. Пластик. А, да, я видела лайфхак в интернете, что надо просто зубчики туда засунуть и потрясти. А вот сейчас очень модно сидеть на диетах, на правильном питании, не есть, вы знаешь, ничего жирного, ничего мясного, молочные продукты еще не едят. Как ты вот относишься к этому новшеству и к этой моде? Ну, я через это тоже проходил. Я ученый в этом плане. Я понял, что диеты – это не мое. Поэтому я просто добавляю больше физических упражнений, бега, силовых. И мне этого хватает, чтобы есть все, что мне хочется. То есть главное заниматься много? Да, все лето я бегаю полумарафоны по 21 километру. У меня был челлендж, когда я в течение месяца пробегал 5 километров каждое утро. Каждое утро. Это было очень сложно. Но при всем при этом ты понимаешь, что ты ничем не ограничен в еде. Ты можешь есть все, что хочешь. Хочешь поужинать пастой? Пожалуйста. Организму нужны углеводы. Но когда начинает зима, когда начинается холод, все то же самое, просто я перестаю бегать, я занимаюсь больше силовыми и при этом опять же ем все, что хочу. Все, добавили чеснок, и вот уже начинает жариться, уже вода уходит. Как только кабачок начинает немножко прилипать, добавляем баклажан. Ой, такие ароматы. Ой, у нас всегда здесь очень вкусно пахнет. Сири, кажется, уже подала сигнал Сигнал идет. агенту. Картофель вроде бы готов. Сейчас мы сначала проверим. Можно на плиточку поставить. Такая вот у нас картошечка. А как вот понять, что она приготовилась? Ее нужно проткнуть. Протыкаем, нет, не Еще готово. пока не да, готово. было, видимо, мало температуры, поэтому поставим еще минут на 10. Привет, Сири, поставь таймер на 10 минут. Я просто обожаю. Это очень удобно, когда грязные руки. Так, все. Вот примерно до такого состояния мы доводим. И чтобы у нас все было в одной, скажем так, вкусовой тональности, мы добавим немного орегано. Это вот мы добавили орегано на баклажаны Да. сначала, и сейчас еще раз. И базилик. Вот он. А в Якутске прям вот итальянская кухня, она получается хорошо? Итальянская кухня получается хорошо везде. Все лишь дело в том, кто ее готовит с каким удовольствием. Потому что итальянская кухня, это не про какие-то вот сложные ингредиенты. Все ингредиенты очень простые. Все складывается не в самих ингредиентах, а именно в их последовательности и в их манере приготовления. Можно сказать, что вот эта закуска, она итальянская, потому что в Италии любят кабачки, цукини, в Италии любят перец чили, в Италии любят оливковое масло, орегано, базилик, все, что мы сюда добавили. Поэтому получается вот такое вот блюдо. Да, и его можно есть холодным, то есть сейчас он будет просто как дополнение к основным блюдам, но в целом, если он останется, его можно брать в холодильник и с утра и с удовольствием поесть. Сейчас мы продолжим заниматься нашим салатом. Картофель еще запекается. И начнем с грибов. Грибы у нас замороженные, шампиньоны. И для начала грибы промоем под холодной водой. Включи, пожалуйста, чайник. А, чайник, он уже с кипяточком. Уже с кипяточком. Грибы промываем от воды, даем им максимально разморозиться. И вот сейчас грибы Есть очень важно кипяточек. обдать кипятком, чтобы они были такими упругими во время готовки, чтобы они не разваливались. Теперь мы эти грибы пожарим на оливковом масле и уберем. Так, вот оливковое масло. Да. Жарим быстро, на большом огне. На большом? Да. Ага. Нам нужно, чтобы термообработка сейчас прошла максимально быстро, чтобы они не развалились и остались такими же упругими.
И пока оно особо не нагрелось, сразу же бросаем туда грибы. А что тебе больше всего нравится готовить? Основное блюдо, салатики? Я люблю готовить все, кроме, наверное, десертов. С десертами у меня не лады. А почему вот не получается, да, Я десерт? не люблю сладкое. Да ладно. И когда ты не любишь то, что ты готовишь, оно всегда получается так себе. И вот сейчас грибы отдают вообще всю воду, которая в них есть. Мы ей даем просто выкипеть. Когда ты вот приходишь в какое-то заведение, например, попробовать кухню, Ага. на что ты первым делом обращаешь внимание? Я обращаю внимание на настроение персонала. Если персонал улыбчивый, уверенный, если они не стесняются, не жмутся, значит, есть можно. А как так это определяется? Люди склонны доверять своему продукту, тому, что они предлагают другим. И если это доверие есть, значит, продукция действительно классная. Значит, у них вкусно, значит, ингредиенты свежие, они часть команды, они должны быть уверены в том, что они предлагают. Когда этого нет, когда персонал стоит такой какой-то вялый, да. уставший, разговаривает не особо приветливо, можно смело уходить. Это самый главный показатель того, что в то, что они предлагают здесь, не верит никто, даже сам вот персонал. Скажем так, регламенты поведения официантов, администраторов, барменов, они никогда не говорят о том, что твой гость должен смотреть на твое кислое лицо. Вот грибы уже готовы. Мы их бросаем сразу, чтобы они начали остывать. И если сейчас бросить зелень, то она размякнет. Все. Поэтому нужно дать грибочку немножко остыть, и зелень пойдет в самом конце. Чтобы ускорить процесс остывания, можно добавить каперсов. Многие сливают воду из оливок, из маслин, из каперсов. Я предпочитаю ее добавлять, потому что в ней есть соль, и в ней есть естественный аромат того, что в ней консервировалось. Соответственно, это будет очень-очень вкусно. И перчик. Перчик. Мы добавим еще перчик. Сложно, наверное, описывать, да, процессы готовить. Обычно все быстро, быстро, быстро. А тут надо все рассказать. Приходится останавливаться. Да, представляешь, сколько будет потом телезрительниц готовить по твоему рецепту? Это же приятно, классно. Ну, я знаю, что ты с подписчиками со своими делишься рецептами. Да, в Инстаграме в основном. Вот никогда не бывает такого, что, ну, обычно вот женщины, они неохотно делятся рецептами. А вот у тебя как с этим? Я, когда узнаю что-то новое, меня прям всего распирает от того, что я должен это всем рассказать. Так, я пока нарежу черри. А я сюда добавляю уже, да? Можно, думаешь? Картошка будет горячая. Так, давай ее проверим. А, это у нас что, салат к салату вот это вот? Картошка к салату? Это будет теплый салат, да, все готово. Теплый салат? Ничего себе. Вот это вот кухня по-мужски. Вот картофель покрылся корочкой, а внутри он, тем не менее, мягкий, и этого достаточно. Теперь просто я режу обычно четвертинками, этого достаточно. Потому что в момент перемешивания все равно у нас это все превратится, скажем так, в единое целое. Черри здесь нужны только для того, чтобы дать кислинку. А чем отличается готовка женщины и мужчины, как ты думаешь, вот на твой взгляд? Мне кажется, у мужчин все проще. Мужчина пожарит картошку и будет чувствовать себя повелителем кухни. Женщина должна будет, чтобы ей самой понравилось, она потратит кучу времени, будет заниматься оформлением, чтобы картошка была до определенного момента прожарена. Поэтому я думаю, что мужчина, когда готовит, он получает удовольствие все-таки от процесса, да. Потому что очень приятно, когда ты видишь, как люди едят то, что ты приготовил. А самый волнительный момент был какой? Вот для кого ты готовил, что прям аж волновался? Для отца своей жены.
Ох, это такое так интересно. Обычно вот девушки так боятся что-то вот приготовить для свекрови, а тут... Я жарил мясо, и в тот момент я прям действительно переживал, это было трепетно. Салат должен быть теплым, но не горячим, поэтому нам нужно дать максимально времени остыть. Чтобы она остыла быстрее, ее можно переложить куда-нибудь в мисочку или в тарелочку. Еще один лайфхак. Нужно, чтобы картошечка у нас остыла Да, в быстрее. сковородке она будет остужаться дольше, поэтому мы ее перекладываем в стекло и оставляем. Ты все-таки не дорассказала историю. Это был волнительный момент для тебя, вот готовка. Для свекра. Вот. Да, я нажарил ему мясо, мы сели есть. Я сижу, переживаю, чтобы прям понравилось. Я делал стейки. Ну, ему понравилось. Я был счастлив. Классно. И смотри, за счет того, что все продукты сами по себе немножко влажные, мы не будем здесь использовать масло. Потому что мы уже пожарили на масле, мы добавили водички из каперсов, все дает свой сок, поэтому масло здесь не нужно. Теперь мы ждем, потрогай, оно уже остывает. О, все уже. Ну, плюс сама миска жаропрочная, поэтому она тепло медленно проводит. Да, все готово. Теперь бросай сюда петрушку. Мой коронный чай. Да. Так, и лимончик, да? Все, да, нужно просто полить лимончиком. Этого достаточно. Петрушки всё. хватит. Хорошо. Это дело мы теперь перемешиваем. И у нас остается последнее блюдо, которое ты сказал, что оно очень быстрое. Да. Сейчас мы посмотрим, насколько оно быстренько. Чтобы вода закипела чуть быстрее, я налью масло. Масло создаст небольшую пленку на поверхности воды. И вода закипит быстрее. Макароны, когда будут вариться, они не будут внутри слипаться. У нас осталось последнее блюдо. Это Да. паста. Как она называется? Это паста бешамель с беконом. Я сейчас все покажу. Вода закипела, мы ставим вариться саму пасту. И очень важно соблюдать те рекомендации, которые указаны производителем. То есть эта паста должна вариться 10 минут. Если она варится больше, то она превращается в кашу. Поэтому лучше чуть-чуть недоваренная пусть будет. Хватит. Привет, Сири, поставь таймер на 10 минут. Все, таймер пошел. И сейчас мы делаем, собственно, сам соус. Он чем-то похож на якутский саламат, кстати. Это все. Это все, но это намного. Это на большую компанию, скажем так. Мы топим масло. В этом сливочном масле мы жарим муку. Масло нужно растопить. И желательно, чтобы оно не закипело. Вот эта смесь, она называется ру. Вот теперь мы режем бекон, пока жарится масло. То есть мы должны еще успеть это А сделать. он режется очень быстро. Мы его будем резать ровно вот такими вот полосочками. Можно использовать любое мясо, да? Будь то Может грудинка обычная быть из магазина, можно бекон, но главное... креветки. Креветки здесь, наверное, не совсем будут актуальны, но самое главное, чтобы мясо было наполовину готово. То есть мы сейчас используем быстрый вариант, практически все готово. Твоя задача быстро все собрать. То есть паста у нас уже сухая готовая. Вот смотри, получается вот такая вот вещь. Это как комочки, да? такие? Да. Нам сейчас нужно добиться состояния, когда комочков не будет. Все, вот оно начинает пузыриться. Мы добавляем бекон и еще обжариваем. Теперь нужен стакан воды. Угу. И даем всему этому делу сцепиться внутри. Бекон, видишь, его долго мы не жарим. Мы его просто прогреваем дополнительно, потому что он практически готов. Становится очень приятный цвет. Очень приятный цвет, очень такая... с каждой минутой он становится более плотнее, сам соус. А как выбирать бекон правильно? Мясо выглядит красиво,
ему не требуется ничего. Ну, то есть оно не выглядит каким-то помятым, уставшим. Этого, как правило, достаточно. Вот смотри, становится густое. Соус становится густым. Мы доливаем еще воды. И продолжаем дальше мешать, давать ему сцепиться. Очень важно, чтобы все ингредиенты вышли в одну, скажем так, консистенцию. Очень похоже на саламат. Когда я впервые ел саламат, я был в шоке, что мне в якутском ресторане подали соус бешамель. Оказалось, что это саламат. Здесь мы ждем только тот момент, когда приготовится паста, все остальное уже готово. Сколько там Сири подсказывает осталось? Осталось 3 минуты, так что мы немного даже обгоняем график. Можно было начинать чуть позднее. Ничего себе. Так вот, у нас получается уже третье блюдо готово, и в принципе за 1 час можно сделать 3 полноценных, вкусных, а главное сытных блюда. Да, пока соус стоит, я добавлю сюда орегано опять же. У нас тут из специй сегодня орегано и базилик. Всего по чуть-чуть, много не нужно. Сири говорит, что можно через 20 секунд заканчивать варку. И наша задача сбросить макароны в дуршлаг, избавиться от воды и максимально быстро доставить их в сковородку. Так как они будут чуть-чуть недоварены, они начнут впитывать вместо воды соус. И вкус будет более насыщенный. Так, все готово. Они продолжат готовиться уже в сковородке. И все это перемешиваем. Да, сейчас это нужно перемешать и в таком виде на небольшом огне просто дать этому делу впитать друг друга. Это не карбонара, хотя очень выглядит похоже. И по вкусу, скорее всего, тоже сейчас напомнит тебе карбонару, которую ты часто ешь, наверное, в ресторанах. Все, паста готова. Мы ее прям с тобой сейчас со сковороды горяченькую свеженькая. накладываем. Видишь, паста не разваливается, она не разварилась, но тем не менее она готова. Надо есть пасту именно в тот момент, когда она со сковородки, когда она только готова. Так, ну что же, надо пробовать. Интересно, ну-ка. Очень вкусно, прям вот очень вкусно. Так, такой салатик я еще не пробовала. Ну-ка, картошку. Очень интересно, кстати. Ты не хотел свой ресторан когда-нибудь открыть? Очень вкусно. Вот так вот готовят мужчины. Очень интересно, очень насыщенный вкус. И просто самое классное, что это все готовится очень просто, быстро и безумно вкусно. А теперь у нас кабачки с баклажанчиком. Это закуска из кабачков и баклажан. Ее можно есть просто вилочкой, можно, например, с крекерами или с тостами с утра. Какое оно острое! Да ладно. Оно очень острое! Тебе, может, семечко попалось? Ой, я не знаю, может быть... Оно вкусное, но острое. Островатое. Вот это, мне кажется, из-за чили, да? Скорее всего, семечко попало. Да. Но оно такое островатое. А вот сейчас вот прям очень вкусно. Вот прям вот такое послевкусие приятное. Ну что же, мне кажется, нужно сказать мужчинам какой-то совет, какое-то напутственное слово для того, чтобы их вдохновить на готовку. Не бойтесь, мужчины ничего не должны бояться, тем более готовить. Нужно просто пробовать, нужно смотреть, брать в самом начале простые какие-то рецепты, простые блюда, чтобы они нравились именно вам, готовить их, получать удовольствие от процесса, от готовки, от того, что вы приготовили, от того, что вы съели. И я думаю, что это может войти в одну из полезных привычек в вашей жизни. Ну все, всем пока-пока! Всем пока!